последнее время заметно увеличилась популяция волков и шакалов, которые наносят большой ущерб местным хозяйствам, нападая на скот и других домашних животных. С чем это связано и как решить данную проблему? Ну, с чем это связано? Это изначально связано с малочисленностью, как говорится, населения. Это один из факторов. Второй фактор – это то, что по сезону у них детки, как говорится, щенки, вот, их кормить надо. Вот, вплоть до того, что он может, да, кинуться и на человека, естественно. Мы неоднократно собирались, вот, охотники порайонно, делали гай, так называемый, то есть на волков и на шакалов. Многие люди приходят и жалуются. Вот. Ну то, что мы можем сделать, это единственное, собраться, поехать, пострелять, если удастся, постреляем, если нет. Волк очень такой. Волк это очень серьезный зверь. Планируется ли отстрел волков? Волка можно стрелять круглосуточно, круглогодично. К тому же популяция очень сильно возросла у нас здесь, вообще в Абхазии. И также и лису можно стрелять, так же как и волка. Но лисы как таковой уже не осталось. И шакала можно стрелять. Очень большая проблема еще к тому же, что сегодня человек, который приобрел когда-то оружие и не первый год продлевал вот, хранение и ношение, то есть это в соответственных органах, это в милиции районном. Вот, теперь он не может не только носить его с собой, он не может даже применить его, если даже к нему во двор придет там шакал или волк, он не может даже стрелять. Если эту проблему не решить, то чревато последствиями со временем. А это вот окончательное решение, что нельзя продлевать с видом на жительство? Или может? До сегодняшний день пока да. Не только для того, чтобы поохотиться, это решается, как можно сказать, даже безопасность населения, скажем так. Это бешенство, оно очень серьезная такая болезнь. Это очень трудно потом будет с этим справиться. Там каждый котенок, и каждая кошка, и каждая собака, которая в городе будет. Вот. Ну, в голову пришло такое, что сделать по селам бригады, бригады, те, которые через министра, не знаю, через местного начальника милиции, пришла такая идея в голову, чтобы сделать несколько человек, там может быть их будет 10, 12, 15, не знаю, бригаду, которая быстро, может быть, среагирует на то, чтобы там шакал, волк. Это в каждом селе? В каждом селе. Вот есть такие намеки. Есть вот такое. Если нам удастся, попросим через главу администрации, с его поддержки и так далее, что-нибудь такое, что-то надо сделать. Это большая проблема. Несколько лет назад даже было такое, что за отстрел шакала было, по-моему, 500 рублей, а волк 3000 рублей. И многие охотники пошли на это, и было добыто немало волков и шакалов. Потом это прекратилось, не знаю, с чем связано. В каком возрасте можно стать охотником и какие документы необходимо иметь? Нужно иметь гражданство для того, чтобы приобрести оружие и зарегистрировать его. С какого возраста можно? С 18 лет. С видом на жительство, соответственно, да, эти документы не продлеваются. Что касается хранения и ношения, это не продлишь, да. При наличии только абхазского нашего внутреннего паспорта.